В число долгостроев попали многоквартирные дома в селе Южном и Новом Реданте. Их строительство началось в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вот только затянулся такой переезд на долгие годы. Махмуд Али Калиматов, вступив в должность главы региона, сразу же принялся решать наболевшие проблемы жителей. И дом был достроен и сдан в эксплуатацию. При возведении уже там проблемы были, там с крышей были, водосточно, там с трубами, там отмостка не было там. Сейчас эти вопросы через правительство, Минстрой уже решились, там, как вы видите, сделана отмостка, крышу отремонтировали, вроде дом уже нормально. Аналогичная ситуация сложилась и с детским садом в Новом Реданте. Строительство было начато еще в 2016 году в рамках нацпроекта «Демография». Но из-за недобросовестных подрядчиков возведение соцобъекта затянулось. В ходе очередной инспекционной проверки главой региона были обнаружены ряд проблем, которые были поручены решить в кратчайшие сроки. Свое официальное открытие детский сад должен был отметить в начале 2018 года, а получилось его ввести в эксплуатацию только в 2021 году. С аналогичными проблемами сталкивались и другие образовательные учреждения. Задержки, связанные с финансовыми трудностями, коррупцией и недобросовестными подрядчиками, были обычным делом. В период с 2019 по 2025 годы в сфере образования было введено 7 объектов долгостроев. Из них можно выделить 4 объекта. Это у нас объекты дошкольного образования. Это 4 детских сада, селение Сакапши, селение Новый Редант, селение Кантышево и 1 садик в городе Карабулак. И 3 общеобразовательных организации. Это школа номер 1 города Карабулак, школа номер 3 города Назрань и школа в городе Магас, это прибрежно-парковая зона. Что касается, и на сегодняшний день эти объекты успешно функционируют, они введены в эксплуатацию. Одной из них была и школа номер 1 в Карабулаке. Старое здание было признано аварийным еще в 1988 году. 30 лет персонал ждал новых стен, но не тут-то было. Ждали 2019-2020, начался 2021 год. К сентябрю, уже даже в летний период 2021 года, мы не ожидали, что мы войдем в сентябре в новое здание. Тысячи учеников этого учреждения ютились в переполненных классах соседних школ. Это создавало огромные неудобства. В ситуацию вмешался глава региона, который взял вопрос под свой личный контроль. И вот в 2021 году дети смогли снова вернуться в свою обновленную школу. Благодаря главе республики, который услышал наших родителей, нас, всех участников образовательного процесса, мы попали в новое здание. И все обиды как бы ушли. Долгостроя этого. Почему? Потому что в новом здании педколлектив. Здесь же школа построена на том же месте. Вот эти бонусы оставили как бы положительные эмоции у всех участников образовательного процесса. Еще одним долгостроем, введенным в эксплуатацию по поручению главы региона, стал психоневрологический центр в Плиеве. Этот социально значимый для республики объект должен был открыться еще в 2021 году. Он был реализован по национальному проекту «Демография», но из-за недобросовестной работы подрядных организаций его ввели только в этом году. Опять же, не без участия главы региона. Он был необходим. Как мне говорят, по цифрам больше 150 у нас больных, да? Где-то вот так. И все они были за пределами. И поэтому в сегодняшний день мы, независимо от чего-либо, нашли средства, чтобы окончить данный объект. Мы свою работу будем делать. А сегодня нужно, чтобы, когда я сюда приезжал, то этого нет, то того нет. Поэтому много подрядчиков менялось. С 2013 года объект, 2013 года, 11 лет. Я вам просто цифры приведу. 5 лет назад у нас незавершенка была в сумме на 32 миллиарда. Сегодня 1 миллиард 800 миллионов. Это не просто, понимаете? Это жесткая экономия. Это строгий контроль. Как жители региона, так и персонал психоневрологического центра выражают свою благодарность руководству региона за оказанную поддержку и введение объекта в эксплуатацию. Мы долго ждали этого события, и благодаря руководству республики Махмуду Али Макшериповичу произошло это скорое открытие.
Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов также смог привлечь мецената Микаила Гуцериева, который профинансировал капитальный ремонт детского лагеря Эрзи, увеличив его вместимость с 300 до 500 мест. Ранее в лагере не было никаких условий, протекала крыша, здания были в трещинах, везде стояла сырость. Сейчас же здесь надстроили 3-й этаж в спальном корпусе, произвели капитальный ремонт лагеря, установили мини-футбольное, баскетбольное и волейбольное поле и выровняли площадку для массовых мероприятий. Огромная площадка, где проводятся крупные мероприятия. Также здесь проводятся и рисунки на асфальте. И вот эта площадка у нас была под наклоной. Так как мы находимся, вы знаете, лагерь находится в горной части Ингушетии. Вот эту площадку тоже выровняли. Теперь нам удобно здесь проводить наши линейки, утреннюю зарядку, там всякие масштабные мероприятия. В общей сложности с 2019 по 2025 годы в Ингушетии было введено в эксплуатацию 19 объектов долгостроев. Общий объем вложений составил более 2 миллиардов рублей. Создано свыше 2500 мест в образовательных и медицинских учреждениях. Это важный шаг в улучшении качества жизни граждан республики. Результат масштабной работы и решительных действий руководства региона. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.